Без малого 1500 человек в республике живут в населенных пунктах без сотовой связи или доступа в интернет. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Минцифры республики Олег Белых во время часа с министром в Общественной палате Коми. Так, интернет, мобильный или фиксированный, сейчас отсутствует в 194 населенных пунктах. В 96 нет и сотовой связи. С каждым годом количество таких отрезанных поселений в регионе снижается благодаря федеральным программам. Минцифра республики в 2021 году установила 7 базовых станций связи. На этот год запланировано еще 14. В планах покрыть связью не только населенные пункты, но и основные транспортные артерии в регионе. Мы стремимся к тому, чтобы у нас белых пятен на карте, собственно говоря, не осталось. Это первая история, да. И вторая история, это коллега не озвучил, но мы все-таки стремимся, чтобы и федеральные трассы, да, у нас основные, были покрыты полностью. Реализуются в республике все 5 программ национального проекта «Цифровая экономика» от информационной безопасности до цифрового государственного управления. Сейчас в рейтинге цифровой зрелости регионов наша республика занимает 38-е место. Коснулись на встрече и вопроса трудоустройства в Коми IT-специалистов. По словам Олега Белых, место для каждого молодого профессионала найдется. Без работы не останутся айтишники, это точно. И более того, мы видим, что востребованность даже на территории республики у нас растет. Не обязательно иметь техническое образование, да, именно с точки зрения кодинга как такового. С учетом ухода из России иностранных компаний и разработчиков программ, работа специалистов в IT не встанет на месте, заверил Олег Белых. В мае будет запущен цифровой магазин отечественных программных решений, где будут представлены большинство сфер разработки, от офисных до узкоспециализированных программ.